Salam adamlar. Men Avray. Qarad bugün biz size Moskvanın eng oğuzan yerlerini ve Moskvada studentın durmuşunu sizin gözünüze getireriz. Здравствуйте, я Юсупова Сильби. Сегодня мы, студенты Туркменского землячества, хотим вам показать достопримечательности этого прекрасного города. Всем привет! Я Лидия Бертыева, и сегодня мы вам покажем прекрасные достопримечательности города Москвы. Сейчас, друзья, мы направляемся в Воробьевы горы, и мы туда поедем на метро. А более подробнее про этот транспорт вам расскажет Лейли. Метро в городе Москве является одним из самых главных транспортов. Именно поэтому мы направляемся в Воробьевы горы на метро. А вот, друзья, мы были на юго-западной, и теперь мы едем в сторону Воробьевы горы. Приехали на станцию Воробьевы горы. Вы можете посмотреть сами. А сейчас мы направляемся на Смотровую площадь. Также здесь выходит, можно увидеть МГУ, Лужники и канатную дорогу. Он сейчас сумочкой ходит, отказать не может. Мне жестко. У меня тоже. Прямо, потом повернуть сюда. Примерно 5 минут. Куда? По-моему, да, вот. Нет, на дорогу. Красиво, давай сфотографируем Да, всё. очень красиво, давай. В Москве в Новом году очень красиво, даже в метро. Мне нравится новогодняя Москва. Слушай, а ты не хочешь ничего попить? Если хочешь, можешь вот попробовать. В каждом метро буквально есть. Да, Это и, кстати, очень цены удобно. хорошие. Да. Это очень удобно, то что в каждом метро есть вот такие аппараты, где можно попить, даже, в принципе, покушать. Это очень удобно.
Смотри, какое кафе. Да, Ты здесь- смотрела «Универ»? Да. Кстати, здесь очень много людей по воскресеньям и по выходным очень часто гуляют. Ну И, да. Кстати, Тоже по утрам гулять. да, кстати, здесь принято. Смотри, какое кафе, кстати. Да, практически на каждом шагу. Да. Кстати, здесь очень красиво, да. Да, и людей так много, хотя сегодня воскресенье. Потому что здесь часто гуляют, и здесь очень любят гулять по воскресеньям, по выходным. Ну да, и садись, ты тоже отдохни. Нам еще долго идти. Будние дни и выходные здесь очень много народу, потому что здесь очень любят гулять и наслаждаться прогулкой. И практически на каждом шагу есть всякие тренажеры, такие качели можете посмотреть, оператор покажи. И ну как бы все гуляют, посмотрите на людей здесь. Очень, хотя сегодня воскресенье, и то людей очень много. И сейчас утро. Слушай, Лили, а ты умеешь кататься на коньках? Нет, я не умею. Кстати, знаешь, в Москве очень сильно развит горнолыжный спорт, и зимой здесь очень как бы жизнь увеличивается. Смотри, даже какие маленькие дети умеют кататься. Оператор, покажи. Посмотри, какой вид здесь. Очень красиво. Покажи. Вид покажи. Ну вот, мы увидели. И какое у тебя впечатление? Поделись. Просто супер, мне это все нравится. Очень захватывающе. Я бы не смогла бы так, я очень боюсь кататься так. Я бы не смогла. Посмотри, какие маленькие дети тут катаются. Говори. Еще тут, еще с такой высоты. Да, я То- очень боюсь. Не говори. А вы бы смогли бы? Чувствуешь этот запах Не шашлыка? говори, блин, так вкусно пахнет. Прям как у нас дома. Да, как будто мы в Туркменистане. Да. Я волосы нормально сделала? Görüşüňiz ýaly. Arkamdaky bina Moskwanyň Döwlet Üniversiteti. Indi bolsa öňümde serdiň. Bärden Moskwa şeýle Odan. А Брайя, ты можешь нашим зрителям более подробнее описать весь этот вид, чтобы они тоже поняли? Bu gözelligi dilim bilen aýdyp bolmaýar. Diňe seredip. Leze salmak gerek. В принципе, да. Воробьёвы горы – это одно из самых известных и живописных мест Москвы, которое имеет богатую историю.
Древние времена. Название Воробьевы горы происходит от села Воробьево, которое существовало здесь с XIV века. Предположительно, село принадлежало боярам Воробьевым. Место отдыха царей. В XVII-XVIII веках горы и окрестности становятся популярным местом загородных прогулок и охоты для царской семьи и знати. Здесь строятся усадьбы, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней. Смотровая площадка. Постепенно Воробьевы горы становятся известны как живописная смотровая площадка с великолепным видом на Москву. Дорогие подписчики, это была первая часть нашей рубрики «Студент в Москве». Ждите вторую часть. И не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, в Телеграме и в Инстаграме. Мы есть во всех социальных сетях. Также напишите в комментариях, что вы хотите видеть во второй части. Мы обязательно снимем это для вас.